В числе фаворитов в своей категории Ибрагим Асанов не случайно. Совсем недавно он стал чемпионом республики. Но сегодня юному дзюдоисту повезло чуть меньше. Оступившись в полуфинале, ему пришлось побороться за 3-е место. Сегодняшний турнир для Ибрагима имеет значение немного больше, чем для других. Соревнования проходят на призы спортсмена, который в свое время обучал его тренера. Со всего региона на базе клуба «Беркат» собрались около 200 участников. Уровень с каждым годом все повышается. Вот даже увидеть, посмотрев, техническая подготовка, тактическая подготовка и даже физическая подготовка гораздо выше, чем в прошлом году. Республиканский турнир на призы заслуженных тренеров Советского Союза Султана и Лёмы Ибрагимовых приурочили к прошедшему Дню Чеченской Конституции. Будучи наставниками, они воспитали немало чемпионов. Один из них – Висит Асанов. Он не раз становился чемпионом Европы и призером мира. Имеет около 13 кубков Старого Света и планеты. Дважды участвовал на Олимпийских играх 96-го и 2004 годов. Братья Султана, они еще при Советском Союзе были тренерами сборной Советского Союза. И благодаря их кропотливой работе многие наши ребята могли выступать на сборной СССР. Сегодня они передают свой опыт нашему подрастающему поколению. Мы эти соревнования провели для этих ребятишек, чтобы они почувствовали не только вкус победы, но и вкус того, что они должны тренироваться все больше и больше. Потому что с республиканского турнира и начинаются выходы ребят на мировой уровень. Уже к концу второго соревновательного дня определились призеры. Для них приготовлены кубки, медали и дипломы. Свою бронзу забрал и Ибрагим Асанов. По итогам командного зачета первая строчка турнира осталась за хозяевами спортивным клубом «Беркат». На второй дзюдоисты из Старых Атагов, а 3-е место забрали аргунские спортсмены. Хамзат Аюбов, Юнадий Шалаев, Ибрагим Налаев. Новости.